Да, Марат. Смотри, теперь внимательно смотри. Вот в бинокль посмотри. Справа, слева от него везде есть террасы. Да. На нем нету ни одной. Да. Смотри, на нем ни одной террасы нету. Есть справа, есть слева. Да. Здесь все террасы, этому террасному земледелию здесь от 5000 лет. И все террасы обусловлены наличием в почве камня. Во время обработки земли камень лишний вынимался, ложился с края, с нижнего края. И постепенно вот так террасы выравнивались. А там нету его. Там вот эта вот вся середина провалилась. И пустоты остались только с краев. Смотрите? Да. Там копал, Явно- вон, видишь, Явно кладбище. центральная часть ниже. Кладбище бортов. видишь? А, вижу. Вот это, на кладбище ты копаешь могилу, до камня не доходишь. А здесь в любом месте ты пойди, возьми лопату, ты больше, чем на глубину лопаты, ты Да, да, не да. накопаешь. Дальше камень. 20-30 сантиметров. В любом земля. случае в этом месте были борта. Это уже видно. Вот с постройки только на краях, потому что в середине стройки этот дом утопал. Марат, сухое блядь. Ти главу машин, главу руки. Села не умела тебе. Давай да, ты Нет, вы дадох лучше, да, мы же отдаем, да, я думал отсюда мы Ну, пойдем правильно, пешком. вон до угла мы доедем. А все так приудил. Больше ничего не надо. Самое главное Да, здесь. он был, снят, вон подъем. Марат, هما اردري اخوزر دابا دقه 20. Ассаламу алейкум. В общем, вот смотрите, объектион, это вот этот объект. Он нам чисто с точки зрения геологии, если взять, как шишка на ровном месте. Он не сполз с горы, он не вырос из земли, это все легко доказуемо. Он имеет треугольную форму. Геологическое образование, Я- искусственное. А то, что это искусственное, да, мы легко это можем доказать. Факт, что это не местный объект, не местного производства, скажем так. В общем, смотри, вот с той стороны он идет как обрыв, а вот с этой стороны он пологий спуск. Это обусловлено чем? За счет того, что он воткнулся не прямо по курсу, а вот шла волна, цунами его туда заносило туда. Вот туда она удар, этот удар ему ударил еще в бок, и он как-то юзом воткнулся, спахал землю, и часть борта вонзилась в землю и подняла, закрылась. Потом боковой ветер все время из этого ущелья дует сюда. За 1000 лет она полностью его закрыла. Это- Там доступа воздуха у него нет. Без кислорода он не окисляется, не превращается в камень. Внизу километровые деревянный борт километровый. Здесь деревья не растут, как мы видим, и им здесь взяться неоткуда. Если бы кто-то строил этот город, так один Но в город, любом случае здесь деревянный город никто не строил. никто, Здесь смысла просто не было дерева в таком количестве. и не Здесь было, и камень. смысла нет. Здесь все строения были каменные, вот с каменного века. Явный густо, остешал, да. Так, и поедем дальше, и все будем. Давай так, секунду. У меня не терпится камень выдернуть с этого борта. Хамза, Хаверза, Хиндо, есть и Хакечихо. Машин шуруауас, из Гашварыч, шухит. И тогда аж гушвек. Nog bij maar die hoort kiem doen. Om het te eens $10 hoor. $10 dat heel hoort. Daar mag wel. Aslanbek. Vallahi ahal. Короче, здесь интересная особенность какая? Это геологический разломный объект, который образовался в результате землетрясения или
наслоение известняка, который был дном океана. Водной среды. И вторая особенность этой местности в том, что если вода каким-то путем вымыла ее, то почему не вымыла ее саму, если вокруг вымыла? Так, никаких предпосылок ее не вымыть не было. Тем более направление стока воды, если взять, со стопроцентной гарантией должно было вымыть сюда. И слово носовая часть, килевая часть в корабле, кормовая часть должна была образоваться не с той стороны. Если вода спадала, то есть треугольник, как говорится, носовая часть должна была быть сверху, которая омывала и вытачивала. Но не как широкая сторона, которая, огибаясь, выдела. То есть тоже одна из явных противоречий. Ощущение, что действительно какое-то плавсредство стало кормой тыльной стороной, скажем так, горам, а носовой частью, то есть этот, если даже это будет принято за геологическое образование, оно не могло быть вымыто сточными, грунтовыми и всевозможными водами. Эта плата имеет в себе тайну, которая не охарактеризовывается стандартными выводами геологии, геодезии, геофизики. Здесь что-то здесь не то. Асламе, кинс, рица, анкариндаги. Ассаламу алейкум. Вежи, Хометти, Марат Эльч, Охон Кариндо, Байомар, Курткием до Эльче Дяхкин Дук, Бою Аха, Масумно. Вторичный признак. Хазнех Санью, Хаса Эхкич. Марат Недайна со стопроцентной чагуя гарантией сачон. Инти анализы и что Хазнех Санк отдела поза. И от избытка впечатлений массово анализироваться дало. Но вот иншон гойта каринсюек дин даяла, вот анализы даяла, шон гушюки уехал видео, хар фрагмент дерево было цилиндрическое, вот фрагмент коры, вот фрагмент годовых колец, вот сердцевина. Оно было с конца припущено, остол шукар аехал. Вот. И сачан хар али шуэ. С точки зрения геологии сформироваться такой участок не мог по определению. Если бы вода выточила такое геологическое образование, в данном случае плата, то оно снесло бы его с таким же успехом, как якобы снесло окружающую его часть. Так, однако же мы видим, что это действительно какой-то предмет, которая не является частью ландшафта. Оно плата на плате, то есть как будто Бог кечпина, вот я хада эден сау, карар плат ваилншан. Там марат Бога, бодыгичи. С большей частью, с большей долей вероятности я тоже склоняюсь, что марат Бог боду. Здесь разные версии можно выдвинуть. Там адагой, халк группы Чамала, я ко мне все, наверное, снисходительно будут, но дальше из меня кораблестроитель слабый, но я что-то знаю и видел в этом кораблестроении. Скорее всего, такую громадину нельзя было построить каким-то другим способом, кроме как с тонким наслоением древесных структур. То есть из кругляка делать плаху ложить как кирпич. Так, вот именно такая версия, может еще версия возникнет, когда раскопаем, но такая версия приблизительно, вот как бы подтверждается и фрагмент, что это
Хотя многие ученые могут там говорить, геологи, что могут сказать, что это геологическое Вот это вот образование. сломано все. Ну, излом, да, вот этот излом там все. Возможно, что это, скорее всего, есть эти борта, которые говорят, но со 100% точно. А сейчас пока не докопаемся до глубины. Вот этот прямо перпендикулярно левому борту пришелся, вправо юзом, да, П. Вот здесь он, этот борт, сломался. За этот счет вот этот весь борт растрескался. Знаешь, доступ воздуха получил, он окаменел. Удар, И сейчас это уже камень. удар произошел. Это правда, это вот такого камня здесь больше нигде нету. Здесь по всему левому борту нигде нет каолина, местной глины, которая есть везде. Нет, это образование однозначно не вписывается. Стандартными доводами геологов объяснить вот это образование нельзя, однозначно. На поверхности и в окружающей территории большой гумусный слой тоже как косвенное подтверждение, что здесь, по крайней мере, последние смертные стада животных. Даже такой гумусный слой не образован с носом, наносом и тому подобное. Здесь есть что изучать узким специалистам даже, агрономам, геологам, ну и другие специальности, которые мы на сегодняшний день с такими специалистами, конечно, не являемся. Тут горный воздух, и у меня ужасное сочетание слов получается. Короче, гумусный слой зафиксировался. Есть. Здесь находилось большое количество животных, которые создали вот этот гумусный слой. Гумусный слой не был создан растительностью. Это определит любой агроном. Гумусный слой или наведенный, или созданный животным миром. Это еще один признак. Да нет, это нереально. Здесь площадь не 1/10 гектаров, даже не 1/100 гектаров. Так, а сколько здесь? Километр на полкилометра? Кто посчитает? Сколько гектаров здесь? Километр на 500, хоть 50 гектаров. Примерно 1200 на 500. Километр на 500, короче. Километр на километр, это почти 100 гектаров. Да? Да. Сотни гектаров даже наши предки не смогли бы нанести удобрение. Вот здесь. Ага. Как пример. Снимите, пожалуйста, что лошади пасутся и удобряют. Вот вам прямое доказательство того, что как был здесь образован гумусный слой. Адам, бинокль, хангай. Бинокль, хангай. Иван, снимать я хочу, у левого вообще есть. Итог бац. У каждого камня есть доказательство его древности по внешним признакам. По наличию мха и патины. Вот она, патина здесь слезла, допустим. Вот эта патина наращивается определенном количестве тысячелетий. И судя по вот этому камню,
Этот камень очень древний, в таком виде, какой даже сейчас есть. Так, камень каким-то путем должен был образоваться. Короче, Может вот этот камень быть окаменелый? вполне. Это смотри. Хотя Смотри существует. сюда. Да. Да. Вот этот камень внутри, он похож на тот камень, что стоит у столбов. Это вот эта окаменелость. О чем я говорю? Признаки окаменелости находим. Ажал, вот этот камень мы с собой забираем. Именно вот этот камень имеет признак окаменелого дерева. Вот. Вот это очень похоже на окаменелое дерево. Вроде есть признаки песчаника, но что это окаменелое дерево свидетельствует крапление. Так, кто снимает, видит. Это окаменелое крапление органики со стопроцентной уверенностью. В этом камне находится дерево. Вот оно, дерево коричневого цвета. Камень находится на вершине, которое не могло быть принесено ни водой, ни чем-либо другим. Водой-то как раз могло. Нет, я имею в виду Но послепотопное тогда она время. еще камнем не было. Здесь нету таких предпосылок, чтобы эти камни были наносные. Эти камни изначальные, с материнского грунта. Так, кроме всего прочего, окружающая местность свидетельствует о том, что здесь растительность не присутствовала в том виде, который, чтобы можно было утверждать, что за это время могли быть такие растительные вкрапления. Короче, вот этот камень забираем как один из артефактов, предположительно это окаменевшее дерево. Давай, хотя здесь есть и признаки известняка. Тоже надо отдать должное. Понимаешь, вот это, ну, возможно. А насчет этого? Это я не могу сказать. Это у меня есть одна догадка. Я одного ученого читал. Вот, пожалуйста, тебе вот окаменелость. Вот никаких сомнений, вот окаменелость. 100%. Желтый. Это дерево. Без всякого сомнения. Или органика, человек, животное или что-то, или дерево. Второй, как аргумент вот анализе дающий вот это покажет, что дерево. Что-то может сломаться. Могу утверждать, что это дерево, но надеюсь, не кость. Но хотя утверждать не могу явной органики. И органика. Сейчас мы выкопаем. Короче, память сделал. Можешь убрать уже, но можем оставить. Сейчас надо его выковырять и выбить. Так, тут весом, чтобы его сломать. Вот она. Это и есть органика. Так, стоп. Это надо зафиксировать, Юношун. Вот камень со стопроцентной гарантией, который получен с предполагаемого Ноева ковчега. Сдаем его на анализ. Это является деревом или не является окаменевшим деревом. Вот его черты, что это потом не подделка, что все видели, что с этого места добыто. Так, держи его. Я еще отсюда возьму. Как фрагмент дерева. Вот оно. Кто сомневается, можешь посмотреть. Вот дерево. Кольца. Вот ствол. Кто сомневается, пусть идет ко мне. Вот оно дерево. Видите, все видят. Пока донесу, конечно, может он развалиться. Но вот они слои дерева. И не могу сказать, что за дерево.
Но сдадим на анализы. Нос сломался, они вышли через нос, и только здесь могли первое время обитать. Это они могут вот по водой, по какой разойтись. Больше им некуда было уйти. Это. Но на первых порах, на твердой земле постоять, и этого хватит. Сейчас мы вон туда спустимся. Съемки Шмигмилу. Смотри, мы там видели, по той стороне, Да. все дома только с краю. Вот дома, вон дом, вон там дома. И только на краю, в середине никто не строился. И середина как будто прогнутая, в середине, да, просевшая, потому что все давно провалилось. Хотя, в середину. конечно, там они по какой-то причине сделали. Даже если вели сельское хозяйство, конечно, выстух дадие, что. Но они почему-то сделали прямо в центре поля. İdealni nismetigi. Да, съемки шли. Если мы стоим в носовой части, как говорится, и команда пророка Ноя сумела покинуть корабль, то где еще вода не совсем сошла, в низменность они не могли сходить и выгружаться. Правильно, Они только могли здесь. выгружаться, то есть возвышенность. А вот где такой-то возвышенность. Вот по этой возвышенности Это люди, Хиндо. да, Гархиндо Бог шметкил, и они могли возвышенность сюда подниматься и видеть, пройти по хребту. То есть ореол расселения первых представителей, родственников Нох Пайгмар, сам он, наверное, остался здесь, а сыновья, наверное, разбрелись. Но они разбредались, если расходились. Ну, первое время. Первое время. То есть они вот по вот Вот этой- Садовый лам и Босой лам, вот эти два. Да, вот эта местность вся и была, то Это есть первое время, предположительно пока вода не заселена. И, скорее всего, как уже ненужный для дальнейшего использования атрибут, верхняя палуба Ноева ковчега служила местом прогулки животных. То есть вот таким путем могло быть нанесено какой-то гумусный слой. То есть такой тоже. Ну, может быть. Ну да, такая площадь, тоже животные вышли куда-то бегать. Они это место покинули, сюда вряд ли кто вернулся. Нет, прежде чем вышли, они могли и на палубу выйти, и по палубе бегать, ходить какое-то время. Это Дальше всё равно. они вот это расширяют. Палуба все равно в середине провалилась. Нет, это я не спорю. Я имею в виду в том плане, что здесь Смотри, гумусный факт, что слой подтверждает, что здесь много животных было. Вот про что по кругу. Это факт, что они могли выйти только здесь, потому что та часть была в воде. Это, от удара он поднялся, накренился. Ну и вместе пролома они вышли. Ну, Скорее а всего. как провалился, я А, сейчас и покажу. Хазирёв, Тайфун, вот. Явный минерал, а что за минерал? Пойдем дальше. Можно было все смыть водой и выветриться ветрами. Но как мы видим, гумусный слой очень богатый. Из этого вывод. На этом плате паслись несметные стада животных, которые удобряли. Сейчас смотри. Нанести этот слой было невозможно. Кто съемки делает, снимите гумусный слой, пожалуйста. Вот, никаких не нужно дополнений сообщений. Это
гумусный слой не был создан растительностью. Это определит любой агроном. Гумусный слой или навезенный, или созданный животным миром. Это еще один признак. Навести столько земли. Да нет, это нереально. Здесь площадь не 1/10 гектаров, даже не 1/100 гектаров. Так, а сколько здесь? Километр на полкилометра? Кто подсчитает? Сколько гектаров? Сколько гектаров? Километр 550 гектаров. Примерно 1200 на 500. Километр на 500 включи. Километр на километр. Куда там раскопкшина? Вот так. назад чуть-чуть приди. Кенти вайн по теме, по окаменелостям. Инсар вайн сигах карин хилил хумью. Сухуал шур хумью ачар дечк. Yes, очукушхена, я подразумевал, инсохан сакамерулар тахцагоет. Это именно пальма, структура пальмы ее яц, да, инсун глушлега, вот он приплюснутый, а сердцевина есть начин, его инсига хакарочхена, вот здесь явно есть кора, вот это фрагмент коры. Чем выше, если кто посмотрит, как устроена эта структура дерева. Вот это похоже на окаменелость пальмы, пальмовое дерево. Пальма ела, так инсонийская, так и хатреет шворсо, инсон кукшвегвас, инюга. И вы вариант, то есть мусульманский вариант, бусурбчар мухбах, из какого дерева сделано? Пальмовое дерево делаха, лишний раз воин доказательство что в таком месте пальмовый сюнтур, это явно ствол дерева. Так, по разрезу окаменелость, береза, они какие-то другие имеют конструктивные особенности от состава дерева. А куда санкамеру дикция говоришь, видны остатки ствола, коры, 100% кора, и пальманах, терхетксон, шун мухетер. У вас какое мнение? Камера передает, нет там информацию, да, об этом? Это сплющенный ствол, фрагмент ствола дерева. Но и сомнения, я сам дальше видно, вот он. Вот он, видите? Что это кора, коричневая кора отсохла. А вот сердцевина, по-моему, именно только у пальмы, наверное, да, имеет какое-то особое свойство, и она другим цветом и видом окаменела. Ну, 100% окаменевший, ну, а вот что за дерево? Вот и алая шу. Есть предположение, что это дерево пальма. Если это пальма,
лишнее подтверждение, что Марат Бог, что Гэцэн Бахилар. Вот ищет мнение. Один дней, два дней, туда-сюда Богуш. Танхин дочь воздать, ему прислали Индию. Ну что, туриш, тушу, ну что? Şu kuzar mı değil Kuzar ente tuшу, bu. tenger duş, pas gayet. Hara Тесло до сануман. Хин заметьте, кого buvo доллар, для гор нетипичный меткию. И начинается она в округе. Эржла токуза. Здесь чернозем. Ханза. Шиласти. Тарметик. Ханга. Не балу бумят так багдат. Хозма мокшал ешала. Маша долго идно. Моей ноги снег. Война разгромат мобица. Народ. Снимайте шмони. Адам Сияоля. Хамзат, самый спортсмен, головой у него. Хамзат Автуринский, как истинный джигист. Насыщение углеродом было и водородом. Вулканическая, да? Но глина сама, откуда-то свое начало берет сланцевую основу у него. Ну, вариант голубой, я, честно говоря, зрение ложится. Но это без всякого сомнения грунт этот хинчахила. Здесь основа сланца, которая основывается на или. То есть никаких сомнений нет. Так, Кицаумаду, который мы никогда не учитывали в нашей группе, мы знаем точно, что Нохпоем жил 1000 лет. И когда там говорят цифры и данные даем, мы исходим из того, что мы всегда пытаемся нашу современную жизнь, продолжительность жизни и метрическая мера измерения, там метры, сантиметры, перенести на то время, когда человек жил 1000 лет, и метрическая длина была совершенно другая. Так, вот это может не соответствовать там, что мы пытаемся подбить под нашу археологию, географию, геологию, это может не соответствовать действительности того времени. Песчаники. Интересно. Вот том-то интересно, откуда здесь песчаник, если кроме Мергеля ничего нет кругом. Короче, вопросов много, ответов однозначно нету, никакого сомнения. Пойдем дальше. Тут уже недалеко осталось. Но, далеко не самое интересное, что здесь есть. но известняк образует